Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка и литературы. Сегодня мы продолжаем изучать раздел «Путешествия и достопримечательности». Урок номер 6. Тема урока – стили речи. Слушаем и говорим. Упражнение номер 29. Вы уже знаете, что литературный язык обслуживает разные стороны жизни людей, поэтому он подразделяется на функциональные стили. В зависимости от задач речи, общения, сообщения, воздействия, стили делятся на две группы – разговорный и книжные, художественный, официально-деловой, научный, публицистический. Подумайте, к какому стилю можно отнести данный текст? Почему? К выделенным словам подберите общелитературные синонимы. Привет, как жизнь? Привет, давно не виделись. Я скинул тебе сообщение, но ты не ответил. Сори, дел по горло. Ну пока, звони. Данный текст относится к разговорному стилю. Выделенные слова «привет», синоним к этому слову «здравствуй». Скинул, синоним «отправил». Дел по горло, синоним «много дел». Пока, синоним «до свидания». О разговорном стиле можно подробно узнать по вашему помощнику на странице 274. Основная функция разговорного стиля – это общение. Для разговорного стиля характерны эмоциональность, образность, конкретность, простота речи. В нем часто употребляются слова разговорные, например, глупить, хихикать, ротозей, просторечные, например, рохля, растрепа, аховый, жаргонные, например, родители, предки. Часто используются фразеологизмы, которые придают речи большую выразительность и эмоциональность. Например, во всю прыть, бежать быстро, бить баклушей, ничего не делать, очертя голову, поступать необдуманно. Для разговорного стиля характерны слова с суффиксами субъективной оценки. Домище, большущий, малюсенький. Упражнение номер 30. Послушайте отрывок из стихотворения. Какие слова приветствия и прощания говорите вы учителю, другим взрослым, а какие своим друзьям, одноклассникам? В какой речи, разговорной или книжной, употребляются эти слова? Друзья, вот вам на всякий случай стихи о школьнике одном. Его зовут, а впрочем, лучше мы здесь его назовем. Спасибо, здравствуйте, простите, произносить он не привык. Простого слова «извините» не одолел его язык. Ему бывает часто лень сказать при встрече «добрый день». Казалось бы, простое слово, а он стесняется, молчит, и в лучшем случае «здорово» он вместо «здравствуйте» бубнит. И даже вместо «до свидания» не говорит он ничего, или заявит на прощание «ну я пошел, пока, всего». Учителю, взрослым говорим «здравствуйте», «спасибо», «добрый день», «до свидания», «простите», «извините». А друзьям-одноклассникам говорим «привет», «пока», «здравствуй», «здорово». Эти слова употребляются в разговорной речи. Упражнение номер 31. Прочитайте рассказ Голявкина «Как я всех обмануть хотел». Почему мальчику теперь не хочется рассказывать об этом случае? Как вы думаете, чему учит рассказ? Докажите, что разговорный стиль используется в рассказе для речевой характеристики героя.
Мне про это рассказывать даже не хочется. Все думали, что я правда больной, а флюс у меня не настоящий. Это я бумажку за щеку положил, вот и щека раздулась. И еще гримасу сделал, вот как зуб у меня болит. И мычу слегка. Это я все нарочно сделал, потому что урока не знал. Анна Петровна поверила мне. Все жалели меня, переживали, а я сделал вид, что мне очень больно. Анна Петровна сказала: «Иди домой, если у тебя зуб болит». Но идти домой мне совсем не хотелось. Бумажку во рту катаю и думаю: здорово, я обманул всех. Вдруг Танька так засмеется и закричит: «Ой, смотрите, флюс у него на другой стороне». Мальчику не хочется рассказывать об этом случае, потому что ему стыдно. Он хотел всех обмануть. Этот рассказ учит нас быть честными, никого не обманывать. В рассказе разговорный стиль используется для речевой характеристики героя. Упражнение номер 32. Прочитайте, что в ответе Ансара является неточным. Какое орфографическое правило нужно вспомнить? Ответьте письменно на вопрос учительницы. Какой стиль вы использовали при ответе? На уроке русского языка учительница спросила Ансара, почему слово «Астана» пишется с большой буквы. Ансар ответил: слово «Астана» я написал с большой буквы, потому что Астана – главный город нашей страны. Здесь мы должны вспомнить орфографическое правило. Названия городов пишутся с большой буквы. Пишем правильный ответ. Ансар ответил: слово «Астана» я написал с большой буквы, потому что название города пишется с большой буквы. Упражнение номер 33. Объясните значение слова «фестиваль», используя толковый словарь. В начале, в середине или в конце словаря вы будете искать это слово. Спешите, вставляя пропущенные буквы. Определите стиль текста. Фестиваль – это общественное празднество, сопровождающееся показом, смотром каких-нибудь видов искусства. Медеу можно считать символом Алма-Ата. В этом предложении в слове «символом» пропущена буква «О». Ледовый стадион, он известен во всем мире. В этом предложении в слове «ледовый» пропущена буква «Е». Им можно любоваться сверху со смотровой площадки, к которой ведут 830 ступенек. В этом предложении в слове «смотровой» пропущена буква «О». Раз в году каток снимает свое ледовое зеркало и превращается в огромную концертную площадку. В этом предложении в слове «ледовое» пропущена буква «Е», в слове «концертную» пропущена буква «О», в слове «площадку» пропущена буква «О». Здесь проходил знаменитый международный фестиваль эстрадной песни «Голос Азии», в котором участвовали молодые исполнители со всех концов света. В этом предложении в слове «международный» пропущена буква «Е», в слове «участвовали» пропущена буква «С», в слове «молодые» пропущена буква «О», в слове «исполнители» пропущена буква «О». Укажите верные или неверные ответы. Первый вопрос. Стили в зависимости от задач речи делятся на две группы. Ответ верный. Второй вопрос. Стили речи делятся на разговорные и книжные. Ответ верный. Третий вопрос. К книжным относятся художественный, официально-деловой, научный, публицистические стили. Ответ верный. Четвертый вопрос. Медеу – спортивный комплекс с футбольным полем. Ответ
неверный. Пятый вопрос. Медеу расположен на высоте 1500 метров. Ответ неверный. Прочитайте про себя. Докажите, что этот текст относится к разговорному стилю, указав особенности, характерные для данного стиля. Представляешь, иду я вчера вечером домой, и вдруг навстречу большущая собака. Да ну, ага, темно, на улице ни души, она летит прямо на меня. Ну ты, наверное, от страха со всех ног пустилась наутек. Наоборот, встала и стою как столб, боюсь пошевелиться. А дальше? Что дальше? Промчалась она мимо меня, как метеор. Оглядываюсь, а она, оказывается, кошку видела и за ней. Догнала? Да нет, кошка в подъезд прыгнула, а собаку хозяин позвал. Этот текст относится к разговорному стилю. В этом тексте часто употребляются разговорные слова. Пример. Представляешь, большущая, да ну, летит, промчалась. УЗ. Первое задание. Составьте кластер на тему Астана. Первое. Столица. Второе. Хан-Шатыр. Третье. Байтерек. Четвертое. Хазрет Султан. Пятое. Пирамида. Шестое. Есыль. Седьмое. Агурда. Второе задание. Подготовьте сообщение об Алматы и его достопримечательностях, опираясь на рафт. Используйте интернет-ресурсы. Упражнение номер 34. Составьте синквейн к слову Байтерек. Синквейн. Первая строка – Байтерек. Вторая строка – высокий, красивый. Третья строка – удивляет, восхищает, радует. Четвертая строка – Байтерек удивляет нас своей красотой. Пятая строка – монумент дерева жизни. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.